горные породы пустые, они именно вынимаются для того, чтобы мы могли достать руду. Руда находится на глубине, да. Для этого мы очищаем от пустых пород, мы их вскрышными называем, очищаем территорию и каждый раз по 8 метров уступом опускаемся все ниже и ниже и вскрываем рудные тела. Потом эти рудные тела везем на фабрику, там перерабатываем и получаем золото. Сплав Даре, точнее, который в дальнейшем уходит в Кыргыз-Алтын на аффинаж. В прошлом году мы произвели 4,5 тонны золота. Горные работы ведутся современной техникой, 55-тонные самосвалы Caterpillar, 6,5-кубовые экскаваторы Hitachi, вспомогательная техника бульдозера, Дреста, Caterpillar, грейдеры, колесные погрузчики. Значит, в настоящее время внизу на рудном блоке производится зарядка блока. Сегодня в 2 часа будет произведен массовый взрыв. Конечно, как бы работа сложная, потому что, ну, посмотрите, сейчас хорошо, красиво, яркое солнце светит, но это нам всего лишь повезло с погодой. А 3 дня назад здесь было что-то невообразимое. Минус 18 градусов, страшный ветер. Конечно, это очень требует большой собранности от людей, ведь работа сама, она связана с риском и опасностью, да, там, и машины большие ездят, и взрывчатые вещества мы используем при рыхлении пород. Отсюда работа очень почетная в этом отношении. Очень хочется, чтобы жители местные ценили тех работников, которые они здесь вклад делают в развитие наше общее, в развитие страны. Это все-таки рабочая поездка в рамках дорожной карты, которую мы подписали с нашим ключевым партнером Альянс Алтыном. Наш университет готовит кадры для этой компании, считает ее якорной компанией. И в перспективе мы будем работать над экспертным сопровождением тех или иных переделов, которые есть в компании. Также будем добавлять научную составляющую. Но посмотрев сегодня производство, мы убедились в профессионализме коллег и в их серьезном подходе к делу, к извлечению большого количества тех ископаемых, которые у них есть сегодня. И там в рамках программы развития и в рамках дорожной карты существует еще, кроме подготовки кадров, и социальная составляющая, которую компания на себя берет, и мы в этой социальной составляющей тоже будем участвовать. Отдельным блоком будем заниматься автоматизацией и цифровизацией процессов в рамках создания лабораторий, а у нас она тоже в дорожной карте прописана. В ближайшее время в КРСУ появится именная аудитория компании Альянс Алтын, где будет вестись подготовка на том программном обеспечении, которое мы сегодня видим на предприятии. Да, сегодня наш университет имеет возможность обучать студентов, которые могут проходить еще и параллельно обучение в России, в ведущих вузах Российской Федерации. И здесь, конечно же, это надземная, подземная горная добыча. Вот эти специальности, инженерные в первую очередь специальности. Ведь предприятие — это же большой живой организм, в котором всегда требуются и рабочие специальности. Здесь это значит направление колледжа, которое мы в перспективе планируем развивать. И обслуживающий персонал, который тоже необходим. Экономисты, бухгалтера, снабжение. У нас поступила буквально за сегодняшнюю поездку заявка на предоставление ребят в контрактную службу компании. Мы сейчас будем готовить наших выпускников на работу уже буквально с завтрашнего дня. Что хотелось бы пожелать компании? Ну, наверное, роста производительности, перспектив развития, ну и чтобы кадры не подводили. А здесь мы включимся, если подведут. А что впечатлило? Потому что действительно побывать на современной фабрике, которая, в общем-то, недавно работает, имеет современную технологию, это большое счастье, потому что
Действительно, очень много золотодобывающих предприятий в России и на зарубежных предприятиях я бывала. Но, как правило, это те, которые уже работают по несколько лет. Здесь сейчас собрано все лучшее, что вот есть и в оборудовании, и в технологиях, и в подходах к реализации этих процессов. Наверное, повезло компании, что хорошая руда. То есть руды, которые сейчас перерабатываются в основном, это упорные руды. То есть они содержатся в таких минералах, которые очень тяжело, это золото, из которых это золото извлекается тяжело. Здесь такая вот руда благоприятная, ее называют простая руда, с высоким содержанием золота и может перерабатываться по простой технологии, что здесь вот и применяется. Но самое главное, мне кажется, еще и подход специалистов. То есть меня впечатлило то, что сейчас вот на фабрике я общалась с замдиректора фабрики, человек, который имеет металлургическое образование, потому что часто говорят, это же обогатительная фабрика. Обогатительная фабрика, кажется, что там должны работать обогатители. Но все-таки гидрометаллургия, а здесь именно такая технология применяется, это специальность металлургическая. И вот когда работает профессионал, специалист, это действительно вот показатель. Поэтому правильный подход к подбору кадров, организация производства, современного вот этого. Если все будет продолжаться с таким же подходом, то, конечно, у компании, мне кажется, большое будущее. Сегодня основными посетителями является это руководство Славянского университета и их партнеры. Это из вузов России, да, несколько проректоров. Я считаю, что это нам полезно. Нам у них что-то научиться и у них тоже. Подготовление кадров, да, у нас есть студенты Сибирского федерального университета и других российских вузов. В этом плане мы плодотворно сотрудничаем.